Байдена, который в марте обвинил Владимира Путина в причастности к политическим убийствам. Журналист задал Путину прямой вопрос. Господин президент, вы убийца? Mr. President, are you a killer? Послушайте меня. За время своего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей, под разными предлогами, по разным причинам, разного калибра и жестокости, и все это меня не удивляет. Я слышал десятки таких обвинений, особенно в период некоторых крупных событий во время наших контртеррористических усилий на Северном Кавказе. Я всегда руководствуюсь интересами русского народа, и навешанные ярлыки меня абсолютно не беспокоят. И навешанные ярлыки меня в период некоторых крупных событий во время наших контртеррористических усилий на Северном Кавказе. Контртеррористические усилия на Северном Кавказе – это значит геноцид чеченского народа. Это на понятном языке я скажу, что говорит этот убийца и террорист. Я всегда руководствуюсь интересами русского народа. Он всегда руководствуется интересами русского народа, говорит вот этот террорист. Теперь я вам покажу, как он руководствуется интересами русского народа. Ну, во-первых, я скажу, конечно, как обычно Путин соврал. Никаким интересом русского народа он не руководствуется. И это можно посмотреть по его личному состоянию и состоянию его друзей, да, его финансовому состоянию. Они миллиардеры, там, триллионеры и так далее, и так далее. Но давайте посмотрим другой полутораминутный ролик. Это описать просто невозможно. Я посмотрел по сторонам, смотрю, как начали загораться. Но, слава богу, не наш. После этого начали вешать объявления. То, что следующие дома будут 6-й, 18-й. Кто проходил, останавливались, спрашивали, вы из какого дома? Его шмонали, проверяли, чтобы ничего не было. И иди дальше. Здесь стоит отметить, этому видео 4 года, 17 лет спустя называется, взрывы жилых домов в России, 17 лет спустя называется этот ролик на канале «Настоящее время». Официальная версия следствия: теракты организовали полевые командиры Северного Кавказа. Конечно же, и Лужков, и все остальные говорили, что организовали, след идет в Чечню, чеченский след. Потом уже начали переквалифицировать, там, чтобы это замылить, да, конкретно, чтобы не обозначить конкретных виновников. Сперва был это Басаев, потом был Хаттаб, потом был Абу Умар, еще какой-то Ясир, еще какой-то людей, на разных людей они перекидывали вот эту вину. Но самое интересное в этом ролике, в настоящее время, на американском канале, самое интересное, что не говорится про официальную версию, которая выдается самыми лживыми средствами массовой информации и властью в мире российской, только официальная версия. А то, что другая версия, которая имеет достаточно оснований, чтобы спокойно дело направить в суд, про эту версию американское настоящее время не сообщает почему-то. И это должно быть, как минимум, вызывать вопросы. Потому что это как минимум не объективно. А как максимум это обычная ФСБшная версия, которая выдается, что это взрывы каких-то там командиров Северного Кавказа. Вот о чем Путин думал, когда взрывал вот этих людей. Нет, тут еще не все. Тут самое главное надо еще досмотреть. Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные.
И здесь очень интересно на этом ролике посмотреть комментарии, которые пишут. И также можно посмотреть про другие ролики такой же тематикой на канале редакции у Пивоварова, где люди имеют у этого видео больше просмотров, чем у других видео на этой редакции, в основном, чем у других. И комментарии, которые читаются. И при всем при этом в настоящее время не упоминает ту версию, что именно ФСБ являются теми бешеными зверями, и Путин является с Патрушевым теми бешеными зверями, которые совершили вот этот террористический акт, в которых убили 307 русских и около 2000 были ранены после этого. Вот о каком русском народе думает Путин. Но это еще не все. Дело в том, что я обращаюсь к предателям чеченского народа, которые говорят, что они там как-то стараются что-то делать для чеченского народа и так далее. Вот только что Путин, который обманывает русский народ тем, что он убивал людей, это ответ Путина был этому американскому журналисту, что он убийца, да, но он убивал в Чечне, как устраивал геноцид ради русского народа. То есть он это делал ради русского народа. Это такой месседж Путина русскому народу. Он им объясняет, что я убивал ради вас. И они это хавают. Они готовы терпеть эти 307 взорванных этих людей, своих же в 99 году, ради того, чтобы он ради какого-то мнимого величия, которого на самом деле мнимое, а на самом деле истинная цель, это обогащение, захват власти в России и обогащение Путина и его этой ФСБшной и другой его этой банды, которая вокруг него собралась. Так вот, эти чеченцы, которые служат русским, вы служите тому народу, который прощает свои убитые 307 человек ради того, только чтобы убивать вас. Вот вы кому служите. И если вы думаете, что это закончится на чеченцах, которые против того, чтобы их убивали и хотят жить свободно от этого варвара, от этого преступника в лице России, то вы глубоко ошибаетесь. В 1944 году вас отправили следом, ваших отцов и дедов, которые помогали выселять наших отцов и дедов, вас отправили следом за нами. Да, у вас получше были условия там, и так далее, но вы тоже были чеченами, зверьми, которых также нужно было уничтожить или распылить. То же самое сейчас происходит с той тематикой, связанной вокруг нас, да, где нас хотят представить какими-то фундаменталистами, террористами, радикалами, какими-то головорезами. Вы способствуете не только уничтожению чеченского народа, вы способствуете уничтожению самих себя и своих потомков. Потому что они будут расплачиваться за то, что мы отрезаем кому-то головы, что мы какая-то непонятная, невоспитуемая какая-то нация. Ваши дети наравне с другими детьми будут отвечать за это. Только лишь ради того, чтобы вы сейчас получили эти 2 рубля. А ведь если убрать эти 2 рубля, вы же идейно России никто не служите. Ни один из вас не служит. Если убрать у вас вам то, что дают зарплаты, возможность наворовать там, и так далее, и так далее. Думайте, думайте.